несколько тысячелетий на данной территории в северо-восточном Причерноморье, на берегу моря и в горах Кавказа живет абхазский народ. Происходило в его истории много событий, к сожалению, и печальных тоже, очень много национальных трагедий мы пережили. Самая такая большая национальная трагедия, это было 30 лет назад. На нас люди, которые устроили переворот и сместили первого президента Грузии, организовали войну против нас. Мы в тот период, зная свои силы, мы хотели договориться и жить мирно и дружно. Но нам это не позволили, нам развязали войну. Мы ее, понеся огромные потери для нашего, к сожалению, пока немногочисленного народа, мы выжили, мы добились. У нас долгий период не было собственного государства. И вот в конце 20 века через трагедию мы его добились. И я вот когда вот сейчас, когда шел сюда, Анзор, к тебе на интервью, я вот думал о святынях абхазского народа. Что мы имеем? Самая, в первую очередь, главная, наверное, наша вот ценность, что мы имеем, это сам народ. Это самая главная ценность, это его территория. И дальше уже идут вещи, которые мы, скорее всего, подсмотрели у соседних народов, у других народов мира. Это есть государство. Государство – это фактор стабильности, фактор защиты народа. И вот одна из наших ценностей, и мы ее 3 октября 1999 года на референдуме, мы ее подтвердили народ, а перед этим 26 ноября 1994 года наши депутаты приняли нашу Конституцию. И я считаю, и Конституция – это вот одна из святынь нашего народа. И то, что там прописано в статье 4, территория Республики Абхазия целостна, неприкосновенна и неотчуждаема, это безусловно. Ну, я не знаю, вот перечислил самые главные ценности, то, что мы, абхазский народ, имеем. Вот одна из ценностей – это вот наше государство, которое является фактором нашей защиты. Ради чего можно отказаться от своей защиты на национальном уровне, я себе представить не могу. И плюс еще к тому же отказ от республики как суверенного государства – это уголовно наказуемое преступление. Со всех сторон наши старшие депутаты, и мы сами, и ты тоже участвовал в том референдуме, и мы сами себя обезопасили, что этого не должно произойти. Нужно сделать много всего, и в том числе, вот я вот распечатал вот Конституция Республики Абхазии, ну, ей тоже надо следовать, не только первым 4-5 статьям, а и всем, что за ними. Я думаю, все-таки нам надо будет перейти со временем от президентской формы правления к другой. У нас была попытка создать парламентскую республику, АНС, Симон Басария создали, но, к сожалению, они только-только были на стадии создания, и у них сил не смогли достаточных собрать, и их вот разогнали. Но я все-таки думаю, да, опасность есть, когда вот будет переход на парламентское правление, это будет очень нестабильный период. Ну, как-то надо, наверное, всему нашему народу подготовиться, договориться и потом к нему перейти, чтобы вот все-таки парламентское правление на начальном этапе гораздо слабее, чем президентская власть. Это безусловно. Надо это как-то все договориться и к этому прийти. И, думаю, политическое противостояние в Абхазии, то, что существует в новой реальности, оно тоже как-то сойдет на нет, оно уйдет куда-то в кабинеты и не будет на улице выплескиваться во всякие там негативные акции. Вот я вижу Абхазию именно такой успешной, больше ученых, больше умных людей, больше сил государственников, больше людей здесь проживающих, хорошо проживающих, разных национальностей, но, безусловно, абхазцев тут будет всегда много и достаточно, они будут лидерами во всем. И, кстати, насчет лидерства абхазов. Абхазский национальный проект, я вот как сын участника Абхазского национального освободительного движения, он был создан на основе интернационализма. Основные все силы, основные вот энергию, кто этому движению задавал, это, безусловно, задавали абхазцы, но вместе с абхазцами находились люди и других национальностей, потому что они себя проявили как интернационалисты. И Абхазия, будущее, я себя вижу не как мононациональной республикой,
а как интернациональной республикой, но, безусловно, с превалированием абхазского элемента. Новое поколение растет, и их, я вижу, больше становится, чем даже вот моего и твоего поколения. И я думаю, вот это все, главное, мы основную базу заложили, и мы сохраним его. И они лучше нас его продолжат.